Слава Богу. Да, слава богу, сразу с третьего раза очень хорошо получилось подключиться. Я уже заканчиваю, поэтому не хотелось не до конца. Конечно. Я просто сейчас закончу, да, уже быстро. Все. И дальше начинается сама молитва. Просто перед ней очень важно призвать на себя защиту. Вот это. Toliau, kai kalbame apie pačią maldą, labai svarbu prieš ją e, e, pakviesti savo apsaugą. Nu, taip, jeigu pažodžiui verčiant, bet galbūt lietuviškai skambėtų uždėti ant savęs Dievo apsaugą prieš tokią maldą, įeinant į tokią maldą. Защиту крови Иисуса Христа. На Tai yra, себя, на свой дом, на свое имущество, на всех своих родных. tai yra labai svarbu uždėti Jėzaus Kristaus kraujo apsaugą ant savęs, ant savo artimųjų, ant savo turto, ant savo visos aplinkos, kurioje esu. Можно призвать 90-й псалом, прочитать прямо на себя, называя имена тех, кого мы берем под свой покров. Tam naudojame 91 psalmę ir skaitome, sakome aplinkinių žmonių, kuriuos įmame į apsaugą, šitų žmonių vardus įvardiname net. Я обычно еще 120-й псалом принимаю. Paprastai aš dar naudoju ir 121 turbūt bus lietuviška psalmė. Да. У меня есть определенный перечень, есть тексты из других псалмов, из 17-го также, как он научает руки битве, персты брани. Aš turiu ne vieną tokią eilutę ir 17 psalmė, čia rusiškas variantas, mums reikia žiūrėti, aš tiksliai nežinau, galbūt bus 18, tai yra, kur Dievas įgalina mūsų rankas kovai, duoda mums įgalinimus. Ir aš turiu ne vieną tokią eilutę pasirinkusi. С Богом я поражаю войско, перепрыгиваю через стену. Dievo pagalba aš nugaliu kariuomenę ir peršoku per tvorą, yra tokie žodžiai. Это могут быть любые тексты Писания, которые нас защищают, где есть обещание Божьей защиты. Tai gali būti bet kuri rašto eilutė, kurioje yra Dievo apsaugos pažadas ir garantas. И потом только начинается сама молитва. О ней я уже не буду говорить, и я и не хотела этого делать. Я просто сказала условия. Сердце, с каким надо начинать. Ir tik toliau vyksta pati malda. Apie ją aš nekalbėsiu, bet norėjau duoti nuorodas, kokia širdimi mes startuojame, nuo ko mes pradedame. Самое последнее скажу, с чего молитва начинается. Ir dar pridursiu, nuo kogi prasideda malda. Это Исайя 51:6. Tai imame pagrindu Izaijo 51:6. Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз. Здесь остановлюсь. Ji kalba, pakelkite akis į dangų ir pažiūrėkite iš aukštai žemyn. Čia ir sustosiu. То есть сначала поднять глаза к небесам, а потом там на небесах оказаться, чтобы дальше молиться с небес, смотря вниз глазами Божьими. Вот так начинается ходатайственная молитва. Tai yra būtent pakelti iš pradžio akis į viršų, į dangų ir jau tik tada žvelgti žemyn ir matyti šiuo žvilgsniu situacijas, į kurias jūs meldžiatės. Ir štai taip prasideda užtarimo malda. И в этой же позиции важно остаться до конца молитвы. Вниз не спускаться. Ir ši pozicija labai svarbi iki pat maldos pabaigos.
žemyn mes nesileidžiame, mes meldžiamės iš aukštai. На этом я закончу. Tuom ir Хочу baigsiu. поблагодарить тех, кто выделил это большое время и мог выслушать это послание. Я хочу помолиться в конце и благословить Литву, если это возможно. Возможно, пожалуйста, принимаем. Aš noriu palaiminti Lietuvą pabaigoje ir pasimelsti. Дорогой Отец, я благодарю Тебя за эту возможность передавать это слово, а более всего передавать Твое сердце, сердце, которое любит, сердце, которое сострадает, сердце, которое желает, чтобы Литва, она поднялась в Тебе. Я благодарю Тебя, что могла быть сегодня Твоим каналом, через который Ты мог протечь своей рекой жизни, через который Ты мог протечь своим огнем, чтобы зажигать эту ходатайственную молитву более и более в Литве, чтобы церковь, она не оставалась равнодушием, в беспечии, а чтобы она вся была зажжена огнем, как это было в Пятидесятницу. Я благодарю Тебя, что могу сейчас благословить Литву, чтобы она вошла в то призвание, которое Ты ей дал от начала. Чтобы те настройки, которые Твои, они были бы возвращены. Чтобы все, что исказил дьявол, все, что он дал как подмену, оно было бы забрано, Отец. Но, как я говорила, это видение, что его начал, дух этот контролирующий, его начало рвать просто, и он отдал все. Я молюсь о том, чтобы это произошло в Литве, чтобы этот главенствующий над Литвой нечистый дух, он просто отдал бы из себя все, что он поглотил, отдал все поглощенное им, и пришло бы полное восстановление того статуса, того призвания, того предназначения, которое Ты дал для этой страны, чтобы она заняла свое место в Твоем совершенном плане. Поэтому благослови, Отец, церковь, стать церковью воином. Благослови восстановление скинии Давида в Литве. Благослови это остановление сочетание воина, царя и поклонника. Пусть это придет в Твоей гармонии и красоте. Благослови, Отец, чтобы все ключи ходатайственной молитвы были взяты в руки Литовской церковью, и она могла бы просто предъявить права на Литву, предъявить права на каждый город. И я имею эту привилегию сегодня из моего города, из Санкт-Петербурга, где есть уста реки Небы, которая втекает в Финский залив и в Балтику, посылать по водам это слово благословение, это слово возвышение. Я говорю, возвышение тебе, Литва, в Господе, возвышение тебе в статусе, который Богом определен от начала. Займи свое место в его совершенном плане для последних дней. И я посылаю это слово, посылаю это благословение, и потом, и пусть оно входит, Отец, как элей, кости, просто в кости этого духовного тела Литвы, Боже, как вода во внутренность, Боже, и пусть распространяется Твоим духом, Боже, Твоим посланием по всей территории. Спасибо Тебе, Отец, что Ты помыслил о Литве во благо, и у Тебя нет такой страны, которую Ты хотел бы отдать врагу. И Литва, она изначально Твоя, потому что Господня земля и все, что наполняет ее. Да будет, Отец Боже, этот контакт, Отче, полностью восстановлен там, где он был прерван, Отче. Да будет этот вагон полностью открыт, чтобы Литва могла войти в этот поезд, Отче, и занять свое место. Спасибо Тебе, любимый, я благодарю Тебя за то, что я могла сделать, Отче, за то, что я могла передать, Боже. Благослови, Отче, и помоги
драгоценный, молиться дальше об этом слове, которое уже прозвучало. И корректируй своим духом каждую молитву. Спасибо тебе. Я благодарю тебя, что твоя любовь, она соединяет Литву и Россию. И это прекрасно, Боже. Это твое видение, и это твоя красота. И в этом твоя сила. И в этом твой смех над планами врага. А мы хотим смеяться вместе с тобой. Мы хотим радоваться вместе с тобой. Мы хотим, чтобы враг, он был постыжен и посрамлен полностью. Через такое общение, через такие зумы, через такие послания благодарим тебя, что любовь, она всегда побеждает. Будь прославлен, святый. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Большое спасибо. И мы принимаем эти потоки, которые через реку Неву впадают в Финский залив, который впадает в Балтийское море, которое омывает всю Прибалтику в общем, нашу Литву в частности, и Финляндию, и Польшу, о которых тоже Бог упоминал в своих откровениях. Благодарим Тебя, Отец, за Твои откровения, которые мы принимаем с открытым сердцем. И, как и говорилось в Откровении, упразднены все границы для движения Святого Духа. От Калининграда и до Эстонии, и дальше до Тихого океана. Во славу Господню. Аминь. 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 Спасибо. Спасибо вам. Низкий поклон. Спасибо. Благословение, Лариса Борисовна. Да, спасибо, Дмитрий. Спасибо всем, кто был на этой связи. Благодарим. С Господом. С Господом. Брангеи, гал, ейгу кас, кай пасакит, гал турит клаусиму. Если у кого-то есть вопросы, гал норит кашка поклаусти, галим пасиликти, ир... Нилгам. Йо. Ейгу ираток снорас. Если не понимающие литовский язык, если какие-то есть вопросы, мы сейчас можем остаться в чате для того, чтобы пообщаться. Может быть, какие-то вопросы возникли по поводу этого откровения, и мы можем их обсудить. Ненадолго. Если нет, то просто по очереди уходим. Всем благословений. А если есть вопросы, включаем и спрашиваем, пожалуйста. Klausimų neturiu, bet gal Inga gali kažkokį reziumė pasakyti. Герей. Инга приглашается, может что-нибудь, или не только Инга, конечно, я извиняюсь. Если кому-то во время этого чата, зума, у кого-то какие-то ощущения, впечатления, откровения, слова, видения, пожалуйста, просто делитесь. Пожалуйста. Всем шалом. Я не знаю, если кто-то не знает русского языка, может быть, поднимите руку. Арираkas nesupranта rusiškai. Va čia. Ага. Наверное, Эмилия, наверное, будет тогда переводить. Эмилия не устала? Нет. Да, я немного поделюсь тем, чем делилась Лариса. Бог открывал это уже в том году, это как подтверждение. Pasidalinsiu žodžiu, kad man praeitais metais jau Dievas panašiai buvo atvėręs ir tai, kuo dabar dalinasi Larisa, tarsi patvirtinimas. И первое, то, что хочу сказать. Pirmą, ką noriu pasakyti. Перед тем, как состоялась эта встреча, prieš šį susitikimą, и Бог показал такое видение. Dievas rodė man regėjimą, что вот эта встреча, šis susitikimas, сегодня Лариса, она упоминала шафар. Šio susitikimo metu Larisa minėjo apie šofarą.
И Бог показывал, что каждая наша жизнь и разные служения – это как пазлы, которые соединяются в одно целое, как шафар. Ir Dievas parodė, kad kiekvieno iš mūsų gyvenimas, o tuo pačiu ir tarnavimas yra apjungiami tarsi į šafarą. И каждый из нас, он имеет определенное помазание, определенный звук. Ir kiekvienas iš mūsų turime tam tikrą patepimą ir tam tikrą garsą. И нас Бог соединяет все звуки, да, в одно звучание красивое, многогранное. Ir Dievas savo ranka mus visus sujungia į vieną skambesį, daugiabriaunį, vieną gražų skambesį. И мы знаем, как играет оркестр, там играют разные инструменты, так и каждая наша жизнь есть свое особенное призвание, помазание, и когда оно все вместе соединено, получается такой звук красивый, который как один человек он не может передать. Mūsų gyvenimai apjungiami savo garsu, savo vibracijom į vieną darinį, taip kaip apjungiami garsai orkestre ir kiekvienas instrumentas skleidžia savo garsą ir tik tame yra grožis, kai yra apjungiami gyvenimai, vibracijos garsai. И я видела, как это такое красивое, это звучание, оно изливалось на Литву. Ir aš regėjau, kaip šis nuostabus, gražus garsas, jisai išsiliejo į Lietuvą. И это звучание, оно благословляло Литву. Šis garsas laimino Lietuvą. И она поднималась в этом звуке, в этом помазании. Ir ji kilo tame, Lietuva kilo tame patepime ir šitame garse. И я верю, это то, что Бог уже совершает в Литве, приводя в свое единство каждое сердце. Ir aš tikiu, kad tai vyksta jau Lietuvoje, kai Dievas kiekvieną širdį atveda, sujungia į savo vieną, sujungia kartu į vieną darinį. И чтобы мы действительно знали друг друга, объединялись как Божья команда и совместно делали работу Божью, каждый в своем призвании. Kad kiekvienas tame būtumėm sujungti kaip Dievo komanda ir tuo pačiu kiekvienas atliktumėm savo darbą pašaukime, kiekvienas atskirai tam, kam esame skirtas. Бог много открывает. Dievas daug atskleidžia. Но я с тем, с кем мы встречаемся, я постоянно высвобождаю, но сейчас я только поделюсь то, что согласно Лариса говорила. Man Dievas daug dalykų atskleidžia ir aš keliaudama dalinuosi, bet šiuo metu kalbėsiu tik tai, kas atitinka tai, ką kalbėjo Larisa. И первое то, что она говорила, что должен родиться Давид в Литве. Ir vienas kertinių dalykų tai yra tai, kad turi Lietuvoje gimti Dovydas. И в начале того года, 23-го, 23 metų pradžioje, на одной из ночных молитв в Вильнюсе, naktinės maldos metu Vilniuje, я переживала очень сильное видение и слово от Бога. pergyvenau labai stiprų regėjimą ir žodį nuo Viešpaties. И я видела, как рождается сын пробуждения. Ir aš regėjau, kaip gimsta prabudimo sūnus. Дальше Бог говорил о том, что Он
поднимает скинию Давида. Toliau Dievas kalbėjo, kad jis pakelia Dovydo palapinę. И скиния Давида, она поднимается в Литве, о которой говорила сегодня Лариса. Ir štai Lietuvoje kyla ta palapinė, apie kurią kalbėjo dabar Larisa. И Бог тоже об этом в том году говорил, и я делилась. Ir tais metais man Dievas kalbėjo ir aš jau apie tai perdaviau, dalinausi. И Бог показывал, что скиния Саула, она будет умаляться, а скиния Давида подниматься. Ir Dievas kalbėjo ir rodė, kad Sauliaus palapinė mažės, o Dovydo palapinė didės. Скиния Саула – это церковь плотская, религиозная, которая не движется в Духе Божьем. Sauliaus palapinė tai kūniška bažnyčia, kuri nejuda Dievo dvasioje. И плотская церковь, где во главе человек. Tai yra kūniška bažnyčia, kurios galva yra žmogus. Скиния Давида – это во главе Христос, и это духовная церковь. Dovydo palapinė tai ta, kurios galva yra Kristus ir tai dvasinė bažnyčia. И движется в призвании Божьем. Ji juda Dievo pašaukime. Пока не было Давида, не было и гонений. Kol nebuvo Dovydo, tol nebuvo persekiojimų. Но когда появился Давид, Саул начал гнать Давида. Tačiau, kai atsirado Dovydas, Saulius pradėjo jį persekioti. И потому сейчас, так как в Литве поднимается скиния Давида, идет и гонение. Саул гонит Давида. Ir šiuo metu matom situaciją Lietuvoje, kai kyla Dovydas, Saulius jį persekioja. Но мы знаем, что рано или поздно скиния Саула, она перестала быть. Tačiau mes žinome, kad anksčiau ar vėliau ir žinome, kad Sauliaus palapinė tiesiog pradingsta, jos nebelieka. А скиния Давида, она поднимается и процветает. O Dovydo palapinė kyla ir klesti. И Лариса говорила, и мы в том году об этом говорили, что Давид, он был поклонник, царь, воин. Lygiai tą, ką kalbėjo Larisa, tais metais, 23 mes kalbėjome, buvo duota apie Dovydą, kuris yra garbintojas, karys ir karalius. Но Давид также был и пастухом, и он имел пророческий голос. Taip pat Dovydas buvo ir piemuo, ir taip pat turėjo pranašo balsą. Мы в том году об этом говорили, о всех этих гранях. Мы сейчас не будем, мы просто упоминаем, потому что Лариса, да, она упоминала о важности пророческого голоса. Ir aš jau nebekartosiu tai, ką mes minėjom praeitais metais, tiesiog apsistosiu ties to, ką Larisa pabrėžė, kad yra labai svarbu pranašiškas balsas. Потому мы знаем, что Тадас с Алиной, да, они движутся в этом помазании, скинии Давида поднимают, и это как бы формат поклонника, да. Ir štai kaip pavyzdį matome Tadą ir Aliną, kurie juda garbinimo patepime ir jie kelia Dovydo palapinę garbinimu. Но у Давида были и другие грани, да, это и пастух, и царь, и воин, и пророческий голос, и мы тоже с Тадасом этом говорили, об этой многогранности, в которой Бог сейчас поднимает церковь Литвы. Ir štai norisi toliau kalbėti, kad apie kitas pusės, tai yra
kario, ganytojo, nu, Dovydo kaip kario ir ganytojo. Ir mes apie tai esame jau kalbėję su Tadu. И сегодня говорила Лариса о важности молитвы. Ir šiandien Larisa pabrėžė maldos svarbą. И она говорила о пророческой молитве, слышать Бога и высвобождать. Labai svarbu, ką ji minėjo, kad pranašiška malda, girdėti Dievą ir įtvirtinti tai. И вот в том году, да, у нас было в Вильнюсе проходила пророческая школа, в том году и в этом году в Каунасе. И на основании школы вот родилось именно в Литве пророческое служение, пророческий голос, этот меч, о котором говорит Лариса. Turėjome ir praeitais metais, ir šiais tiek Vilniuje, tiek Kaune pranašų mokyklas. Ir to pagrindu pakilo pranašiškas judėjimas, kas yra Dievo kardas žodžiu. Taip jau keliama, formuojama Lietuvoje. И мы как раз, Господь в этом формате как раз и поднимает Литву, да, получать слово от Господа и высвобождать для церкви, для земли, для народа. И тот, кто был на этих встречах, да, участвовал, ну, вы знаете, как мы двигались и как Господь высвобождал. Tai ir matome, kad Lietuvoje keliama tai, kad pati Lietuva keliama šiuo judėjimu, kad girdėti Dievą ir skelbti jo žodį, skelbti maldoje tai, ką jisai pasakė. Tai yra pranašiškas judėjimas ir kelimas Lietuvai. Мы знаем в Ефесянах 6 глава о всеоружии Божьем. Žinome Efeziečiams 6 apie visą Dievo ginkluotę. И мы знаем, что там говорится о припоясать чресло ума истиной. Ten kalbama apie apsijuosti proto strėnas tiesa. И также о мече духовном, которое Слово Божье. Ir apie dvasinį kardą, kas yra Dievo žodis. Припоясать чресло ума истины – это Библия, это Слово Божье, которое мы сегодня читали. Apsijuosti tiesa tai yra Dievo žodis, esmė. А меч – это получить Слово от Бога, пророческое, и высвободить. O kardas tai gauti pranašišką Dievo žodį ir išlaisvinti tai. И воин, он может воевать только с мечом. Karys gali kariauti tik turėdamas kardą. Потому Бог, он вооружает Литву также мечом. Дмитрий, да, руку поднимает. Звук выключен. Я извиняюсь, у нас остаются последние 9 минут. Я извиняюсь, Инга. Хочется сказать вот что. Эмилия, если можно, переводите. Mums liko 9 minutės, todėl noriu greitai pasakyti. Очень интересно было услышать про Довидо Палапинę, про скинию Давида. Очень buvo labai įdomu išgirsti apie Dovydo palapinę, apie Dovydo palapinę. В Литве об этом знают, большинство из нас об этом знают, но, может быть, не все. Daugelis tai žino, bet turbūt ne visi. Поэтому хочу и нам напомнить и сказать тем, кто не знает, что в прошлом году, очень интересно, водительством Святого Духа в Литве родилась скиния Давида, вот это служение. Noriu paminėti, kad labai įdomiai antgamtiškai gimė tarnavimas Dovydo palapinė. И было получено слово по этому поводу, на основании которого это все родилось. Ir buvo gautas žodis, kurio pagrindu visą tai gimė. И вот в июне месяце этого года, вот сейчас, в июне месяце, Ir štai dabar metų birželį, с 22 по 24, 5.
nuo 22 iki 25 dienos. Ar 4, nu, čia parašysim. Опять будет собрание скинии Давида. Ir šiomis dienomis vėl pakartotinai vyks Dovydo palapinės surinkimas. То есть это происходит, и это будет происходить в Литве. Pabrėžiam, kad tai vyko ir vyks toliau Lietuvoje. Конечно, Лариса об этом не знала. Она не могла об этом знать, но она высвободила то слово, которое у нас в Литве уже произошло, и это было подтверждением. Larisa negalėjo žinoti ir tiesiog patvirtino tai, kas jau vyksta Lietuvoje. Я думаю, вот в этой скинии Давида и родится не один такой Давид. Aš tikiu, kad toje Dovydo palapinėje gims dar ne vienas Dovydas. И возможно, что это будет команда, и дай Бог, чтобы не одна. Ir galbūt tai bus komanda ir tikimės, kad tai bus ne viena komanda. И если у кого-то еще есть вопросы, пожалуйста, может, кто-то еще хочет поделиться. А может переводчик сказать свое мнение? Да, конечно, переводчику первое место. Ну, как-то, если говорить о полноте, да, служения Aš Давида, tada išversiu, jeigu kalbėti apie tą pilną tarnavimą. o gal taip, tai mes matome ir kario poziciją, ir karaliaus, ne? Мы видим позицию и воина, и короля. Подождите, как мне лучше по-русски говорить? Nu, kaip norite. Ну, уже остались, по-моему... Ай, нет, есть, которые не понимают по-русски. Деньги надо. Да, и вот эти позиции короля и воина хочется тоже и молиться, и утверждать, и научать церковь, и открывать эти дары, чтобы люди вставали в позицию эту правильную, кто умеет владеть мечом пророчески, да, делать дело молитвой, совершать вот это дело. Нам надо переводить, Эмилия, нам надо переводить. Emilija kalba apie tai, kad labai svarbu būti ir karaliaus pozicijoje, ir kario pozicijoje, kad išlaisvintumėm dovanas, tarnautumėm tose dovanose, kaip Kristaus kūnas. И очень хочется это пожелать церкви и каждому, у кого сердце откликается, не бояться входить в эту позицию. Ir šito labai norisi palinkėti visiems, to palinkėti bažnyčiai ir nesibaiminti ir įeiti į šitą tarnavimą. Потому что, поскольку Господь, когда мы движемся в Его направлении, в направлении того наделения, что Господь дает, тогда Он дает и силу, и инструменты, и понимание, и все, что нужно для этого. Ir kai mes judame tą linkme, ką Viešpats yra mums numatęs, tai tada Viešpats aprūpina visko, ko reikia, ir jėga, ir visais instrumentais, kurie reikalingi tam tarnavimui. И очень хочется благословить вот это собрание и церковь, и еще, мы каждый пойдем в свои общины какие-то, где мы имеем общение с Божьими людьми, да, чтобы это распространять, чтобы иметь дерзновение так самим молиться и научать других. Ir labai norisi, kad tai neliktų tik tai va čia šitam kambarį, ar ne, apie ką mes čia kalbėjome, kad nešti į savo bendruomenės, kadangi mes iš įvairių bendruomenių ir kad tiesiog, kad tai plistų ir, pridėsiu nuo savęs, kad keistų Lietuvos veidą iš tikrųjų. Taip, вот, это то, что хотелось высвободить. Спасибо всем за терпение. Norėsiu tą išlaisvinti, kad ačiū visiems už kantrybę ir tada, Emilija, prašom tada pasimelsti, ar ne? Taip. Дорогой Господь, благословляем эту площадку, благословляем воина Ларису, которая Божьего воина, которая в духе
принимает тебя, дает понимание, сама получает, и этим делится. Мы принимаем все благословения для Lietuvai, мы принимаем, mes laiminame Lietuvą viešpatį. Visa šita tavo kariuomenė, Dieve, kad formuotųsi žmonės, kad augtų, kad bažnyčia šitą poziciją Dovydo priimtų. Tiesiog laiminam bažnyčią, stovėk Dovydo pozicijoje, stovėk, nesigėdik, nebijok, nusirenk visą, kas netikra, kas kūniška, kas pakeista. Ir kaip Larisos regėjime, tiesiog taip paspausk priešą, kad jis viską atiduotų, ką pavagė, viską atiduotų, ką pavagė. Dieve, laiminam tiesiog drąsa, pranašiškom dovanom, pranašiškom maldom, visą tikinčiųjų bendruomenę, kuri juda Dovydo palapinės metu, atidaro garbinimu, atidaro kelią, atidaro, prisijungia daugiau Dovydų. Kaip Dmitrijus sakė, gimsta Dovydai, toje palapinėje gimsta, jie tampa kariais viešpatė. Mes dėkojam, kad yra gebėjimas tapti kariu, yra gebėjimas atsistoti karaliaus poziciją ir daryti tavo darbą, daryti tiesiog plisti Lietuvoje tavo darbui, kad atsistotų bažnyčia į tą poziciją, atsistotų Lietuva ten, kur tu ją matai, Dieve. Ir mes meldžiamės iš trečio dangaus, iš aukštai žemyn. Dieve, parodyk tas aukštumas kiekvienam, tos dvasinius kalnus, kad kaip ir realiai mes nebijotumėm tenai būti, nebijotumėm ten gyventi, gauti ten apreiškimus ir tiesiog atiduoti, daryti atmosferą Lietuvoje. Laimina kiekvienas ausis, kiekvieną širdį, kuri čia yra, drąsa, gebėjimų, jėga, atsistoti drąsiai iš toj pozicijoje ir visa apsauga, visa Jėzaus Kristaus kraujo apsauga, Dieve, priimame šituos įgaliojimus ir kiekvienas, kas juda, Dieve, yra saugus, kas juda tame pašaukime yra saugus, nes tu mus patepi, tu mus apsaugai, viešpatė. Padėk